В Республике Коми и в соседних регионах сейчас довольно напряженная обстановка с лесными пожарами. Так, с начала сезона в нашем регионе зафиксировано 423 лесных пожара. На сегодняшний день действует 34 лесных пожара на территории Республики Коми. В Интинском районе у нас произошло за этот пожароопасный сезон 3 лесных пожара. Один был в июне, 2 были 15 и 20 июля. На сегодняшний день они все потушены. Соответственно, по моей информации, на сегодня действующих на территории именно Интинского района пожаров нет. Также хочу отметить, что с начала года на территории города Инты произошло 20 пожаров. Это связано именно в городе, в жилом секторе. Соответственно, основные причины пожара – это неосторожное обращение с огнем. На этих пожарах пострадал один человек, один погиб. Пострадавший в итоге также в медучреждении потом впоследствии скончался. Там тоже были на этих пожарах нарушение правил пожарной безопасности было, то есть при эксплуатации печного оборудования. На прошлой неделе в Коми на границе Интинского и Юсинского районов вспыхнул лесной пожар. Предварительная причина пожара – грозы. Возгорание было замечено во время лесоавиационных работ. Пожар захватил примерно 10 гектаров. Ближайший населенный пункт поселок Одевовом находился в 50 километрах от очага возгорания. Относительно недавно был пожар, который был непосредственно на границе Интинского и Усинского района. Соответственно, определили, что происходило на территории Усинского района. На сегодняшний день этот пожар потушен, то есть он не действующий тоже. Сейчас на территории всего региона, в том числе и в Интинском округе, введен особый противопожарный режим в лесах. Многие интинцы не знают, что во время его действия в лесах запрещается разводить костры, сжигать мусор и жарить мясо на углях. На территории Республики Коми введен особый противопожарный режим. В южных районах он начался раньше, у нас он начался попозже, с 15 июня. Соответственно, это ограничивает действие особого противопожарного режима, как раз введены ограничения на разведение огня, то есть в лесах, соответственно, на своих дачных участках. Также хочу отметить, что в этом году значительно ужесточились административные наказания за нарушение требований пожарной безопасности. Если раньше на граждан, скажем так, было от предупреждения 1000 рублей штраф по части 1 статьи 20.4 КАП, то на сегодняшний день это уже штрафы начинаются от 5000 до 15 тысяч рублей. Соответственно, если нарушения требований пожарной безопасности были совершены в условиях особого противопожарного режима, который у нас сейчас действует, то тут уже штраф начинается от 10 тысяч рублей и вилка до 20 тысяч рублей. Если нарушения требований пожарной безопасности повлекли возникновение пожара и уничтожение повреждения имущества, то там уже на граждан штраф от 40 тысяч рублей до 50. В последнее время интинцы стали наблюдать задымление на территории округа. Ветер приносит дым и гарь из соседних регионов, где имеются активные лесные пожары. Ситуация находится под контролем, горожан просят соблюдать спокойствие.